Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Юрган и на сайте Первого интернет-канала в прямом эфире начинается трансляция спортивного фестиваля «Зимняя Ибица-2015». И в ближайшие 2 часа нашего эфира вас ждут самые интересные моменты этого праздника. Например, финал турнира по саамскому футболу, который будет комментировать Кирилл Набутов. Также лыжная эстафета, в которой будут участвовать наши олимпийцы и юные талантливые звездочки спортивные нашей республики. Ну и, конечно же, финал турнира по армрестлингу, где главный победитель этого турнира будет сражаться с 3-кратным чемпионом мира по армрестлингу Алексеем Воеводой. Я надеюсь, что и Алексей Воевода, и Александр Зубков, который сегодня присутствует на празднике, будут и в нашей фестивальной студии. Впрочем, мы здесь ожидаем много высоких гостей, в том числе и наших земляков. Так что надеемся на приятное общение. Сейчас готовится буквально с минуты на минуту начало парада спорта Республики Коми, в котором примут участие лучшие представители спортивных школ нашего региона. Вы их увидите, это наши молодые спортсмены. И сейчас, собственно, давайте все внимание на главную площадь фестиваля «Зимняя Ибица». Там начинается парад спорта Республики Коми. Кирилл, ваш голос сразу нас куда-то уносит, куда-то в телерепортаже, согласитесь, да? Сразу узнаем картинку, здорово. Ребята, во-первых, я надеваю такую же шапочку Ибица у Ивана и Константин. Вот, все. И во-вторых, приветствуйте! Приветствуйте, я потом отдам Алексею. Вот он, начинается парад. Смотрите, кто идет впереди. Мастер спорта международного класса Екатерина Паршукова. Вот она в белом комбинезоне. Золото первенства России, серебро первенства Европы в стрельбе. И смотрите, кто идет с флагом России в руках. Знаменосец олимпийской сборной России в Сочи под эту самую мелодию. Он, правда, в другой форме немножко выносил российский флаг на параде открытия Олимпиады. Ты помнишь? Это Александр Зубков! Александр Зубков, друзья мои! Не-не-не, господа, не подходим, нам надо место для парада. Да. Место так, для внимательно. парада. Иван и Константин, ребята, представляйте команды. Итак, поехали. Впереди республиканская специализированная детская и юношеская спортивная школа «Юность». Учреждение, друзья мои, культивирует 2 вида спорта: баскетбол и фитнес-аэробику. Республиканская специализированная детская и юношеская спортивная школа Олимпийского резерва следом. Воспитанницей школы является 2-кратная паралимпийская чемпионка и серебряный призер зимних паралимпийских игр 2010 года в Ванкувере, заслуженный мастер спорта России Иовлева Мария. Спортивная школа «Северная Олимпия». Привет, ребята! Школа существует как «Северная Олимпия» только с 2011 года. Да. Республиканская комплексная школа номер 1. Среди выпускников школы... Громче! Среди выпускников школы заслуженный мастер спорта России по боксу, чемпион России, победитель первенства Европы Никитин Владимир, Корякин Дмитрий, серебряные призеры первенства мира по хоккею с мячом. Алексей Воевода надел шапочку Ибица. Следом детская и юношеская спортивная школа номер 2, где мы были сегодня в гостях. Потрясающая школа! Спортивная база школы является самой крупной в Северо-Западном федеральном округе универсальный спортивный комплекс, реконструированный в 2014 году. Мы его сегодня посещали и осматривали. Школой занимался Виктор Фурашкин. Детская и юношеская спортивная школа номер 3. Девы, школа номер 3. Ребята, остальные, хлопайте своим товарищам по спорту. За годы работы в школе было подготовлено более 10 мастеров спорта России. 40 тысяч детей научились плавать, друзья. Здесь был воспитан мастер спорта международного класса Дмитрий Черный, бронзовый призер чемпионата СССР. ЮСШ номер 4. Единственная спортивная школа в Республике Коми, которая ведет подготовку спортивного резерва для сборных команд Республики и России по конькобежному спорту. Детская юношеская спортивная школа номер 5. Громче, девчонки! В школе работает 2 отделения: лыжные гонки и единоборство. О них можно много-много рассказывать. Детская спортивная школа номер 5. А следом детская спортшкола, естественно, под номером 6.
Да, друзья мои, школой подготовлено 16 мастеров спорта России. Ведущими спортсменами являются Гераковец Роман, Новоселов Максим, вольная борьба, Агнесян Мерген, Пивоваров Николай, Фудов Николай, тэквондо, Летов Вячеслав, бокс. А я не могу понять, почему так грустные футболисты в черных костюмах. Дюшесеп по футболу. Дюшесеп по футболу, друзья мои, да. Лучшие учащиеся Дюшесеп входят в дублирующие составы республиканских команд «Новая генерация», «Бумажник» имени футбольной команды «Ухта». И, наконец, республиканская детская юношеская конно-спортивная школа. Почему они не верхом? Почему они не верхом? Еще не время, Кирилл. Видимо, подъедут. Организаторы подъедут, да. Главное, чтобы не пустили коней на колбасу. Это исключено сегодня. Конное троеборье — это вид конного спорта, который состоит из манежной езды, полевых испытаний или кросса. Вот так вот. Дорогие друзья, обратите внимание, что Александр Зубков, как вышел, держа флаг в одной руке, так и держит его совершенно легко. По окончании он может научить вас, как нужно нести национальное знамя, если вам когда-либо поручат это делать. Александр и Екатерина, мы вас приглашаем к нам на сцену для приветственного слова. Давайте, Пожалуйста, друзья, мы поприветствуем аплодисменты. знаменосцев! Екатерина Паршукова и Александр Зубков. Поднимите руки, кто смотрел открытие Олимпийских игр в Сочи. Я так и знал. Я тоже смотрел. Удивительное И дело. если вы помните, много говорили о том, что по традиции человек, который выносит знамя олимпийской команды, никогда не выигрывает золотую медаль. Действительно, было так всегда. Александр Зубков первый, кто наплевал на эту традицию, взял в свои руки флаг, вынес его впереди команды и выиграл золотую медаль. Ребята, еще раз аплодисменты. Ну что вы так вяло, ё-моё? Добрый день всем! Очень приятно находиться у вас в Республике Коми, тем более на таком замечательном празднике, как Сибирская Ибица. Поэтому всех приветствую. Приветствую, конечно, спортсменов, школу, которые развиваются здесь, продвигаются. И всем удачи и достижения самых наивысших своих результатов, которые вы поставите сами перед собой. Удачи вам всем и здоровья в первую очередь. Спасибо. Леша, скажи пару слов. Алексей Воевода. Шапочку сниму. Дорогая Ибица, ну, поздравляю с праздником. Во-первых, с праздником, ура! Ура! Вот. Привет, Сыктывкар, привет, телезрители. Значит, можно сказать, парад принят? Парад принят! Ура! Ура! Ребят, мы сегодня с утра... Можно я вас буду ребята называть по-свойски? Мы сегодня с утра, спасибо организаторам, сделали замечательную поездку по Сыктывкару. Мало того, что мы были в детско-юношеской спортивной школе по единоборствам, прекрасной, совершенно новой, рядом с лесозаводом, вы знаете. Мы были в гостях у Раисы Петровны Сметаниной в ее доме-музее. Надо ли нам вам рассказывать, кто такая Раиса Сметанина для Коми, для Сыктывкара, для всей страны, да и для всего мира? Одна из величайших спортсменок за всю историю. Мы были сегодня в замечательном музее национальном, где, как вы знаете, находится уникальный экспонат. Мы впервые имели счастье, вот и Саша, Алексей, и я, увидеть впервые, как выглядит вот этот фрагмент самой древней лыжи, найденной когда-либо на Земле, которой 8000 лет. И вы, конечно, знаете эту легенду про Иркапа, который срубил дерево аспу, свое дерево, сделал из него эту лыжу, и при помощи этой лыжи перемещался прямо со скоростью мысли. Это совершенно потрясающий предмет, который показывает на самом деле, как далеко и глубоко уходят наши корни, и на самом деле связывает нас с прошлым и с будущим, в общем, со Вселенной, я бы так сказал, несколько высокопарно. В общем, мы под очень большим впечатлением. Спасибо вам и спасибо за то, что вы организовали отличную погоду. Да, спасибо большое за погоду. Нас пугали, что будет холодно, но супер просто. И... Да-да-да. Да-да-да-да-да. И, если я правильно понимаю, мы сейчас можем увидеть на этой сцене некое театрализованное реконструкцию Да, вот событий. этой легенды об Иркапе. Абсолютно верно, вы говорите, да. Реконструкцию событий покажет Национальный музыкальный драматический театр Республики Коми. Давайте посмотрим на это. Да, а вы еще к нам вернетесь на сцену. Мы уходим ненадолго. Друзья, мы давайте посмотрим замечательную историю.
Ну что ж, парад был великолепно принят и проведен нашими олимпийцами Кириллом Набутовым. И сейчас на самом деле готовится постановка театральная. Наш Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми будут показывать легенду о Иркопе. И, кстати, возможно, Иркоп был тем самым первым лыжником на нашей земле. Ведь в 60-х годах прошлого века в Камчатском районе нашли фрагмент лыжи, который 8 тысяч лет. Это на 4 тысячи лет старше того фрагмента, который нашли в Норвегии. Соответственно, у нас возможно такова ситуация, что Коми претендует на роль родины первых лыж. Поэтому, друзья, думаю, этим надо гордиться. Кстати, фрагмент той самой лыжи отреставрированный, подтвержден, его уникальность подтверждена Эрмитажем, и он выставлен в нашем Национальном музее Республики Коми. Поэтому, если у вас будет возможность, а я думаю, что она найдется, приходите и посмотрите на эту реликвию. Тем более, если вы лыжник. Ну, все мы, кто не знает, кто такой Иркоп, скажу, что это был легендарный охотник. Одна его лыжа была волшебная, сделана из того дерева, которое ему посоветовал шаман, ну, а другая была обычная. И, собственно, в один прекрасный момент так случилось, что одна лыжа его и подвела, и он, к сожалению, утонул в озере Синдар. Но легенда жива, лыжа нашлась, и сейчас вы сможете на сцене посмотреть ту самую театрализованную постановку «Легенда о Иркопе». Прошу вас, все внимание сейчас на сцену. Друзья мои, ваши аплодисменты! Вот такая замечательная история. Да, Коми – родина первых лыж! И это очень здорово. Это серьезное заявление, сейчас было, Константин. Это серьезное заявление. Это оно, правда. Кстати, и оно документально подтверждено. Да. И это хорошо. Ну что ж, друзья мои, спортсмены здесь. Значит, наши гости, они никуда не ушли, они остаются еще здесь. Они не раз еще появятся на нашей сцене. Но сейчас... Очень скоро будут здесь. Да. Но сегодня у нас еще есть одна миссия. Миссия хорошая, я думаю, сейчас вы нас абсолютно поймете. Прямо сейчас будет благотворительный аукцион «Ибица без барьеров» в пользу театра особых людей «Радость моя». Ибица без барьера – новый проект организаторов Ибицы, для которых нет слова «не могу». Для людей с ограниченными возможностями здоровья также не существует такого слова «не могу». Им сегодня нужно помочь. В театре «Радость моя». Кстати, не знаю, кто-нибудь ходил, смотрел спектакль? Да, вот я там тоже был, очень остался под впечатлением. В театре «Радость моя» играют особенные актеры. Молодые люди с различными формами инвалидности. Это незрячие актеры, актеры с патологией зрения, актрисы, передвигающиеся на колясках, и актеры с интеллектуальными нарушениями. Но что творится на их спектаклях, это никто не может остаться равнодушным. И сейчас у нас есть первый лот, который мы бы очень хотели, чтобы кто-нибудь из вас приобрел. Ну, разумеется, все деньги, это благотворительный фонд, пойдет в пользу театра «Радость моя». Да, театра особых людей. Друзья мои, это боксерские перчатки с автографом Николая Валуева. Вот это класс! Вы все знаете, что Николай Валуев сюда приезжал, и вот он оставил перчатки с автографом. Ну что ж, все очень просто. Начальная цена 500 рублей. Да, пожалуйста, да. Да, 500 рублей, давайте шаг будет, 100 рублей. Кто готов дать больше? Кто готов за 500 рублей забрать за 500 рублей готов. На вот эти перчатки
с Николаем Валуевым вместе практически. О, вот за 500 вот мужчина готов взять. Да, я согласен с вами полностью, за 500 я бы тоже забрал. Мы отдадим вам, если никто не даст больше цену, мы отдадим вам. Мы вам, да, мы отдадим. Да, Николай Валуев лично это подписывал, это с автографом 500 рублей, тем не менее, есть цена. 600, да? 600, у нас девушка 600 рублей предлагает. Где девушка 600 рублей? Вот девушка, все. 600 рублей, да, отлично. 600 рублей раз. Девушке. 700 рублей парни прямо, да? Вы представляете, какой будет вот подарок? Прям перчатки с автографом Валуева. Да, а если есть друзья, которые занимаются боксом, да, ну там похвастаться, показать. А ты знаешь, какие у меня есть перчатки? Да, Валуев сам подписал. Перепродать в конце концов. Почему бы и нет? Да. И тем не менее 700 рублей это крайняя цена была. Сейчас 800 рублей, девушка любит бокс. Либо боксеров. Либо боксера. 800 рублей. 800 рублей раз. 900 рублей. 900 парни там серьезно настроены, отступать не хотят. Валуев тоже дядька, знаете, серьезный, просто так ничего не отдавал. Да, поэтому и лот серьезный. 900 рублей молодым людям мы отдадим, это раз. 900 рублей. Перчатки с подписью Валуева 2. Но девушка подняла. Так, вот там. Сразу 2 человека подняли руку. Девушка, 1000 рублей. 1000 рублей мы за вами оставляем. 1000 рублей это пока, это хорошо, это уже вверх. 1000 рублей перчатки боксерские. По-моему, они, кстати, сами по себе-то дороже стоят. Дороже. Да, дороже стоят. Но, тем не менее, 1000 рублей девушка. Раз. 1000 рублей девушка. 1100. 1100 молодой человек отдает. 1100 раз. Все деньги пойдут в 1100. 2. 1100. Продано! 1100! Браво! Мы вас Парни, поднимайтесь сюда. Приглашаем вас на сцену. Я надеюсь... В нашей фестивальной студии, как я и обещал, появляются высокие во всех смыслах гости. Это очень приятно, друзья. Вот Кирилл Набутов сейчас рядом со мной, известный спортивный комментатор, голос нашей Олимпиады, и не только нашей. Вы комментировали Олимпиаду, по-моему, в Москве, в Сеуле, в разных городах. По-моему, 13. 13. По-моему, да. Самая волнительная была в Сочи или нет? Самая волнительная была в Москве, потому что я был совсем юный такой, значит, товарищ, там, 23, по-моему, лет. Вот. А Сочи, это, конечно, было другого рода волнение, потому что это было, в общем, первый раз в России. И, естественно, зная, как это все готовилось, сколько всех было сложностей, естественно, там мы все переживали, не только я. То есть вы волновались перед эфиром тоже? Ну, как пройдет. Нормальное человеческое волнение, ничего специально. Перед работой, ну, ты готовишься, естественно, садишься, там, микрофон надеваешь, как обычно, но все равно это было ответственно, нельзя было уж не сильно там облажаться где-то, что-то напутать. Я знаю, что вы, когда узнали про приглашение на Ибицу, вы даже изменили свои планы. Мы очень благодарны, что вы к нам приехали. Да, спасибо, что пригласили. Немножко пришлось раздвинуть, потому что, так сказать, за довольно короткое время это все решалось. Ну, все нормально. Я абсолютно рад здесь, и вот воевода с Зубковым, они тоже очень, очень довольны. Вы прилетели к нам вчера, успели уже что-то посмотреть? Почти нет. Ну, почти нет, потому что просто времени не было. Но мы вчера были на встрече в университете в Сыктывкарском с ребятами, беседовали. Алексей воевода и я. Саша Зубков прилетел позднее. А сегодня вот с утра у нас, во-первых, мы повидали Раису Петровну Сметанину. Она нас так очень душевно приняла. Я должен сказать, что она в потрясающей форме. Я не видел ее много лет. Она собранная, дисциплинированный человек. Это сразу чувствуется, конечно. Просто замечательно. Потом мы сделали экскурсию в Национальный музей. Вы видели тот самый фрагмент лыжи? Мы видели фрагмент лыжи. И там, кроме этого, я просто очень люблю по музеям ходить. Я кучу для себя интересного нашел, но времени не хватило. Потому что нужно было дальше ехать. Мы были на состязаниях отлично сделанных от юных лыжников, значит, на республиканском лыжном комплексе имени Сметанина, и там была Раиса Петровна тоже. Вот, и потом вот примчались сюда. Ваши впечатления? Еще были, знаешь, где, извини, Северин, еще мы были в новом здании спортивной школы номер 2, вот где боксеры, пауэрлифтинг, штангисты, борцы. Впечатлило вас? Очень. Потому что когда ты видишь огромные залы, не такие старые, темные, мрачные, тесные, просто остается похвалить, поаплодировать тем, кто их спроектировал. Потому что там действительно очень хорошо. Надеемся, что там растут наши будущие чемпионы. Ну, даже если там просто будут ребята здоровье свое укреплять, пускай там чемпионом будет 1 из 100, но все равно это место, куда просто хочется прийти. И тренажеры отличные. Абсолютно согласен. Да, ваши впечатления. Я как-то смотрю, что тренажерами ты не злоупотребляешь. Почему? Я занимаюсь как раз есть вчера. еще? Да, конечно. Точно? А вы? Мы после эфира проверим сейчас его. А вы, кстати, увлекаетесь каким-то спортом? Есть у вас вообще время на это?
Я стараюсь, честно говоря, каждый день делать какую-то физкультуру. Спорт там, чистый спорт соревновательный нет. Либо я еду в спортзал, тренируюсь недалеко у меня от дома в Питере, есть там гребной клуб находится, где я когда-то в студенческий возраст занимался греблей, там есть гребные тренажеры и лодки, я могу там зимой тренажер. В Москве у меня дома стоит гребной тренажер, и он не используется как вешалка в большинстве, я на нем постоянно занимаюсь. Плюс ко всему сюда я привез резиновый амортизатор, бинт. Потому что я спросил, если... То есть даже на выездах вы... Ну, чтобы не дреблеть так, все-таки ты стареешь. Рядом со спортом все равно надо выглядеть соответственно. Надо просто держать себя в руках, даже не со спортом. Я спросил, есть в гостинице спортзал? В гостинице в этой спортзала нет. Ничего страшного, я привез этот бинт резиновый. Раз, 15 минут, и ты в порядке. Любовь к спорту вам привел ваш папа, он же был известным футболистом Ленинградского «Динамо». Ну, он не только в «Динамо» играл, он был мастер спорта по 4 видам. И по волейболу, баскетболу, хоккею с мячом и футболу. Не столько он привел, сколько, может, я там постоянно, поскольку там где-то при спорте находился, я сам занимался, там под мастера спорта выполнял, поэтому я многих спортсменов знаю. Но это не то, что я сейчас занимаюсь, это не спорт, это физкультура. И я как раз всем советую, там, друзьям своим, бог с ним со спортом. Ты занимайся каждый день по 10, 15, 20, 30, сколько хочешь, в удовольствие. И это просто... И в заключение нашего интервью, пожалуйста, впечатление от Ибицы. Я могу сказать, что вот это все, вот даже этот бренд волн, на фоне которого мы стоим, мне очень нравится. Во-первых, прекрасное название. Я не знаю, кто его автор, вот от названия селения Иб придумать такое понятно Ибица с намеком на Ибицу Южную. И отличный дизайн, вот в частности, использование национальных мотивов и орнаментов народа коми, зырян. И как это по-настроенчески сделано, и то, что здесь такая большая программа придумана, и то, что сувениры, и всякие народные промыслы, и все такое прочее, вместе со спортом, саамский футбол, это классно. Это классно просто. Я просто думаю, что если вы не будете останавливаться, то это с каждым годом все будет нарастать. Как снежный большой спортивный ком. Дай-то Бог. Потому что лучше, чтобы нарастал спортивный ком, чем, допустим, ком таких золотов там, и пьяных рож. Будем стараться. Да. Давай качайся. Ваши пожелания телезрителям республики и всем, кто нас смотрит. Если честно, я желаю всем мирного неба над головой. Как-то неожиданно сейчас эти слова стали приобретать такое совершенно конкретное звучание в нашей жизни, во всем мире. Вот. Я желаю всем, чтобы радовались весне, поскольку в северных краях, а я сам не такой северный, но все-таки северо-западный, я из Питера родом, мы все знаем, как ценные, как долгожданные эти апрельские первые весенние дни, пускай они вам приносят много счастья, не болейте и любите свою родину, поскольку все равно мы все корнями к своей земле привязаны, соответственно, ее нужно любить и носить в своем сердце, даже если вы куда-то уезжаете. Кирилл, огромное вам спасибо. Спасибо вам. Вас уже ждут на финале по саамскому футболу. Да? Мы надеемся услышать ваши комментарии в эфире. Надеемся, что они будут острыми, сочными, как вы умеете. Хорошо, я постараюсь. Спасибо вам большое. Пока. Итак, дамы и господа, только что Кирилл Набутов был в нашей фестивальной студии. И это не единственный гость. К нам придут еще другие известные люди и нашей республики, и не только. Ну а вас ждет финал турнира по саамскому футболу буквально через несколько минут, может быть даже через минуту. Главное, друзья, что много сегодня площадок работает на нашем фестивале. Он действительно спортивный, очень много увлечений. Здесь даже проходило такое соревнование, как перестрелка, где можно было, вы не поверите, пострелять друг в друга из лука. Ну, слава богу, никто не пострадал. Главное, что есть победители. Итак, переносимся на площадку саамского футбола и ждем начала финального матча. Наверняка он будет жарким, и победа кому-то достанется нелегко. Мы его не держим. Передача на дальнюю штангу, удар! Вратарь в падении ловит мяч. Так атакует команда противопожарной службы, перехват. Еще один. Аут. Желтый играет. Первый тайм, поменялись воротами. Участники финала, мы также с вами играем 2 тайма по 5 минут. 2 тайма по 5 минут.
Продолжает работу наша фестивальная студия. Вы смотрите «Зимнюю Ибицу 2015». И рядом со мной настоящий богатырь, двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по армрестлингу. Посмотрите на его руки и, возможно, победители нашего сегодняшнего турнира по армрестлингу Алексей Воевода. Алексей, здравствуйте, рады вас видеть у нас в республике. Взаимно, я рад видеть республику в себе. Почему? Объясню. Потому как действительно ты или принимаешь, или отвергаешь. Соответственно, я-то южный, а это вроде как северно, но какой-то вот люди милые, открытый взгляд. Приятно, честно. Поэтому вот теперь уже коми во мне. Вы же живете в Сочи, насколько я знаю. Безусловно. Какие-то параллели нашли вот между Сочи и Сыктывкаром? Может быть, по людям, там, я не знаю, еще какие-то? Спортивные мероприятия. Параллель, отлично. Люди, вы знаете, люди везде разные, на самом деле. Если я буду параллелить, людей, которые здесь, и людей, которые там, я, наверное, обману. Вот, но люди, которые были на Олимпиаде, вот весь этот конгломерат людей, разных национальностей, этнических групп, устремления, которые жили одной, единой идеей, да, вот здесь как раз вот такие люди. Можно сказать, такой олимпийский состав. Олимпийский вот этот звездный, приятный такой шлейф еще чувствуется после 2014-го? Вы знаете, это якорь, фактически, который никуда от тебя не денется. Поэтому, да, он чувствуется и, наверное, будет чувствоваться еще очень долго. Понимаете, никогда не было нормальной, хорошей спортивной базы. Вернее, она когда-то была, это еще во время СССР, а уже в современной России ее не было. И мы ее создали. То есть это вот все вместе. Вся страна создала тот самый уникальный прецедент, это Олимпиада в Сочи, после которой осталась вот эта хорошая, замечательная, вообще сверхтехнологичная база олимпийская, которая работает и будет приносить, скажем, это такой вклад в будущее нашей страны. И он действительно, он того стоил, сами знаете. Вот подъем патриотизма какой был сумасшедший. Болельщики просто. Мы переживали у экранов, да? Все переживали, я в том числе. Поэтому, честно говоря, это было здорово. Ваши впечатления от праздника? Вы впервые на подобном событии или где-то уже доводилось бывать на нем? Я не впервые на праздниках, но впервые на Ибице. Когда сказал, что я поеду на Ибицу, все подумали, на Ибицу. Я говорю, не, ребята, не надо, это этнический центр фактически. Поэтому, говорю, у нас, знаете, был такой замечательный, скажем, политик, общественный деятель Столыпин, да, который, собственно, его реформа, у него были замечательные слова. Народ, не имеющий национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы. Так вот, чем больше этнических центров вот таких, да, чем больше возможности познакомиться с культурой, тем круче, честно. Я просто рад присутствовать в одном из таких центров. Алексей, спасибо вам большое. Мы рады, что вы на нашем празднике. Желаю вам удачи, спортивных побед. Да, постараюсь не опозориться, побороться достойно. Спасибо вам большое. Друзья, а мы переносимся все-таки на поляну, где проходит турнир по самбскому футболу. Финал. Комментирует его Кирилл Набутов. Все внимание сейчас туда. Желтый играет, желтый. Удар по воротам. Вратарь на месте. Играем. Удар, еще один. Удар. Защитники встают на пути мяча. И угловой. Выход, удар. Итак, у нас счет 0-0. Но не будем уже мучить пенальти.
Поэтому, друзья, предлагаю 2 третьих места команде Академии и команде противопожарной службы. Аплодисменты командам. Это вам. 1 пакетик вам. 1 пакетик вам. Финалисты команды Фанат 11 и команда Волонтер. Одеваем сарафаны. Финал также будем играть 2 тайма по 5 минут. Итак, строимся команды на приветствие. Комментировать финал чемпионата по самбскому футболу зимней Ибицы будет Кирилл Набутов. Привет, ребята! Поаплодируйте нормально финалистам. Фанат 11 и волонтеры. Волонтеры в желтых сарафанах. Фанат 11 в синих. Волонтеры усилились одним легионером мужского пола. Посмотрим, на что он пригоден. 2 легионерами мужского пола. Посмотрим, на что они оба пригодны. Ведь напали только 4 игрока. Легионеры футболу никакой пользы не приносят, как показывает чемпионат России. Сейчас мы узнаем, приносят ли они в саманском футболе пользу. Так, а синие, значит, фанаты 11, они все мужики. Ох, им сейчас достанется, я чувствую. Так, быстро, кто фотографируется, и мы начинаем. 2 тайма по 5 минут. Правила самбского футбола всем известные. В летнем варианте самбский футбол играется, как вы знаете, на болоте. Мячом, сшитым из оленьих шкур. Сейчас оленей пустили на другие продукты питания. Вместо болота отлично утоптанная, очень неровная, наилучшим образом подготовленная для самбского футбола площадка. Готовы ли вы? Приветствие команд обязательно. Финал! Ой-ой-ой. Итак, 4 человека в поле. Есть запасные, ауты, угловые. Пацаны, да, вот все-таки фанаты, они здесь, чтобы девчонкам доверить выбор. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Итак, как и в российском футболе, команда волонтеры предпочитает выставить в основном составе дорогостоящих легионеров. И сейчас мы выясним, насколько эти дорогостоящие вложения в легионеров окажутся полезными. Итак, 1-2-2 расстановка у обеих команд. Поехали! Начали. Длинная передача, закон футбола. Первым пасом начать атаку. Но посмотрите, как плотно по игроку играют защитники волонтеров. Можно играть, свистка не было. От ворот. Ребятки, собирайтесь поплотнее, поддерживайте, пожалуйста, участников финала. Помните, что за штрафные тоже, за нарушение правил будут штрафные. Прострел? Нет. Явно одноногий футболист подавал левый, а сам играет в основном правой. Возможно, им потребуется поменять края местами. Первая передача издалека. Правильно доставляется мяч к штрафной площади соперников. Ксюша. Обратите внимание на эту высокую девушку в сером костюме с фиолетовой жилеткой. Ксюша Попова. Страшный удар с обеих ног. Причем она может ударить не только по мячу. Опасная контратака. Последний защитник ее прерывает. Ксюша с мячом. Нет. Кто-нибудь опустит мяч? Возьмет ли одна хотя бы команда его под контроль? Другое дело, что на таком покрытии играть низом смертельно, ведь мяч не идет по прямой. Поле специально сделали максимально неровным, убирает мяч под правую ногу, сходу удар! Нет, здесь нужно было атаковать, решать самому. Вот так лучше.
И опять обратите внимание на купленного незадорого в Усть-Цильме последнего защитника волонтеров. Пока хорошо контролирует поляну перед собой. Это очень важно. Вратарь целиком и полностью будет зависеть при таком малом количестве людей от того, выйдет нападающий один в один или нет. Пытается ударить по ногам. Ксюша продемонстрирует силу своего удара. К счастью, не получается. От ворот. 0-0. 0-0. Поддерживайте, ребят. Второй мяч на поле. В пользу Теле2. Спонсорская подстава специально. Потому что нанести логотип спонсора на такой большой мяч, как вы понимаете, стоит слишком дорого. Итак, погода заказная. Начинают. Из-за боковой вводят мяч хотел сказать представительницы. Ну, в общем, поскольку в сарафанах то все, вратарь ошибается на выходе. Какая чудовищная ошибка могла стоить дорого, а теперь 3-2. Нет. Очень хорошо, очень внимательно, без паники, спокойно. На замахе обыгран один. Можно бить. Как потрясающе катится под мяч ребята из волонтеров. Вы чувствуете? Под каждый мяч катится тут же. Хорошее приобретение. Примерно как Игнашевич сборной страны по футболу большой. В атаку не ходит. Это штрафной, это накладка. Ну это совсем нехорошо. Так можно травмировать, ребятки. Сейчас же все-таки, наверное, минус есть. Минус 3, минус 5, наверное, да? Здесь. Все-таки мышцы и связки охлаждены. Аккуратней. Из-за боковой. Из-за боковой. Как вы видите, много нервов, много напряжений, много ошибок в передачах и практически нет опасных моментов. Во всяком случае, таких настоящих голевых не было ни одного. Доставить мяч в штрафную соперников к воротам не получается. Все атаки фанат строит через середину поля своего долговязого центрального полузащитника. Вот опять он с мячом, как циркулем. Но посмотрите, как технично внешней стороной отбрасывает мяч направо. К сожалению, не получается развить атаку защитники на чеку. Играют компактно, но при этом успевают, если что, контролировать фланги. Успевают контролировать фланги. Девчонки, сражайтесь, мы за вас. Сейчас мы видели то, как не надо играть в футбол и бить по мячу. Абсолютно не сгибая ногу в голени, прямым таким костылем. Поэтому мяч полетел не совсем туда, куда хотелось. Итак, заканчивается первый тайм. 0-0. 0-0. Последняя минута. Вратарь не спешит. Правильно, тянет время. Кому охота получить мяч в раздевалку? Спокойно делает вид, что спешить некуда. Ксюша жестковато принимает мяч. Но посмотрите, она обходит второго. К сожалению, от ее ноги мяч уходит за боковую линию. Успеют ли провести фанаты последнюю атаку? И 1 в 1. Очень опасно. Но самоотверженность в футболе. Самоотверженность в футболе очень много значит. Господа, 0-0. Первый тайм закончен. Бой равных соперников. Как говорится, игра была равна. Играли два равных по силе коллектива. Посмотрим, что будет после перерыва. Обратим внимание, фанатам будет тяжелее, в первую очередь вратарю. Почему? Почему? Потому что они будут играть против солнца. Соответственно, а в саамском футболе в кепках вратари не играют. Поэтому сейчас любой удар издали может быть опасен, потому что вратарь в очень прямом солнце будет играть. Это стоит иметь в виду команде «Волонтер». Кстати говоря, это действительно называющаяся команда «Волонтер» не просто так называется, она действительно собрана из участниц волонтерского движения. Поэтому девчонки знают, они привыкли не за деньги сражаться, а за идею, понимаете? Поэтому они так сражаются с этими парнями. И сейчас они им еще дадут конкретно ногой по куда-нибудь. Если будут себя плохо вести. Девчонки, если честно, я за вас. Хотелось, конечно, двое, хотел сказать, подставных, приобретенных легионеров, там Халк и Курани. Только Халк и Курани играют впереди, а у вас они играют сзади. Ну ничего. Итак, вот, наконец-то фанаты поняли мой намек, что надо бы пропускать вперед женщин. Итак, ребята, последние 5 минут. Включаем аплодисменты. Сейчас заруба пойдет, надо делать. А в такой игре одна ошибка может стоить очень дорого. Очень дорого. Мяч уходит за лицевую.
Судья считает, что от ворот. Надо бы задуматься о том, насколько беспристрастен этот арбитр. Правильная игра. Сумеет развернуть. Не суетиться! Опа-на! Из-за боковой желтый. Аут желтый. Откройтесь под него кто-нибудь. Откройтесь кто-нибудь побыстрее. Все стоят. Тяжело. Ой, как здорово! Чуть было Ксюша не наказала вратаря фанатов, который опрометчиво выскочил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, аккуратно, только без травм! Свисток молчит. Правила не нарушены из-за боковой волонтеры. Недовольные футболисты, фанаты 11, дескать, неворотчик играл руками, а никто не видел. Конечно, видели вчера футбол Россия-Черногория? Как судил судья? Хорошо или плохо? Очень хорошо судил судья, правильно. Футбола, правда, не было. Итак, фанаты из-за боковой. Время идет. Конечно, девочки устают быстрее. Но сражаются. Аккуратно! Потрясающе выпускает мяч из рук, успевает все-таки закрыть ближний угол вратарь. Разворачивается скорее, все правильно, в касании переводит мяч налево. Чуть-чуть не получилось. Могла пойти хорошая контратака. Мяч сохраняет волонтер. Головой! Все правильно делают волонтеры. Они почувствовали, что против солнца вратарь не видит. И верховые туда прилетают. Он играет почти вслепую. Аккуратно. Чувствуете, как поменялась игра во втором тайме? Насколько она стала быстрее от ворот до ворот без середины поля. Еще одна атака фанатов. Опасно могло быть. Если бы сумел погасить головой, как куда пойдет, успеет сложиться вратарь или нет, неизвестно в таком случае. Футболисты-волонтера просекли эту историю с низким встречным солнцем. И снова длинные передачи вперед. Ну, надо тренировать вынос отдельно, товарищ вратарь. Отдельно тренировать вынос. Подальше выносить от своих ворот. Подальше, а не поближе. Да, обе команды устали. Все думают о третьем тайме. На третьем тайме чай, кофе, горячительные напитки. Это, собственно, то, ради чего все люди играют в футбол. Важны не первый и второй тайм, а третий. Обратите внимание, вратарь все время закрывает от солнца лицо руками. Этим можно, мягенько воспользоваться. Так, это в никуда. Не согласовываясь, но кто подстрахует передачу вратарь? Аккуратно, видит куда, контролирует ворота. Видите, выходит из рамки и чувствует, где штанга. Поэтому дает мячу спокойно уйти за лицевую линию. По-прежнему 0-0. Возможность контратаки 3-2. Очень опасно. Внешней стороной. Как повезло волонтерам. Очень опасная атака. 3-2. Прекрасный пас внешней стороной стопы в центр. Но реализация подвела. Мяч ушел от ноги защитника. Аут из-за боковой. Сколько осталось? 2. Да, вратарь высокого роста, но не высокого класса, говорят в таких случаях. Атака волонтера опасна, может последовать. Молодчина, все правильно, Ксюша. Главное вынос, здесь уже не важно. И вдвоем. Какое самоотверженное служение своей команде демонстрируют защитники волонтера. Еще раз. И снова атака будет мяч из-за боковой. Мяч плотно задержался на половине поля волонтеров. Одна атака, один удар решает все. Да, надо сказать, приобретение центрального защитника изрядно помогает волонтерам. Раз за разом видит все, полностью контролирует штрафную площадь. Вверх-вниз, на ближней штанге помогает вратарю. Серьезное приобретение. Надо посоветовать Капелло. Потому что он все время жалуется, что в центре обороны у него 2 игрока на страну. Березутский и Игнатьевич уже 120 лет. На двоих им 140. Но! Контратака! Наконец-то проснулись волонтеры. Концовка матча проходит под диктовку команды «Фанат 11». И снова. Вот он, длинный вынос. Аккуратно. Похоже, первая ошибка центрального защитника, но вратарь успевает сместиться вправо и закрыть ближний угол. Очень хорошо по-хоккейному, перемещаясь такими приставными шагами, играет вратарь волонтера. Удар сходу.
Дорогие друзья, раздается финальный свисток этого матча, в котором обе команды продемонстрировали великолепную игру без мяча. С мячом, правда, похуже. 0-0. И теперь, как всегда в таких случаях, все решат пенальти. Все, в саамском футболе некоторые думают, что главное попасть мячом под юбку вратаря. Это не совсем так. Правильнее попасть в ворота. И три бьющих из каждой команды. Да. Значит, считается только мяч, который пересек линию ворот по воздуху. Посмотрите на эти маленькие ворота. На расстоянии в 12 метров примерно отсюда. Ворота втрое меньше футбольных. И ответьте, можно ли попасть в такие ворота? Их не защищает никто. Итак, команды обнялись в центральном круге, все как положено. Сейчас мы увидим, кто в стране умеет бить пенальти. Это точно не капитан сборной страны по большому футболу Роман Широков. Итак, начинает Фанат 11. 3 удара. Технично щекой, но выше. Но выше ворот. Игрок, который заслуживал бы право называться самым техничным футболистом финала. А вот теперь ваше внимание. В защите у своих ворот штрафной этот парень контролировал все, особенно в первом тайме, во втором похуже. Что же сейчас с ударом? Бьет подъемом и попадает! Есть! Я не слышу, господа зрители. Вы что, болеете за Фанат 11? Где объективность? Где объективность? 1-0. Второй удар в исполнении Фанатов с короткого разбега. Это вы в дыр-дыр на заднем дворе так тренируетесь. Щекой так для разминки в начале. Мяч должен пересекать линию ворот по воздуху. И вот теперь-то у нас сказывается мудрость тактического хода тренеров команды «Волонтер», пригласившей двух иногородних игроков. Вы знаете, их зарплата сильно выросла за счет роста курса евро, но, похоже, эти вложения оправдываются. Итак, в девятку щекой, как учили, бить нужно, как известно, сильно низовый угол, рассказывают футболистам. Он ударил сильно верхом в угол, поскольку низом не считается и не попал. Последний удар. Если не забивает, то понятно, что будет. Если не забивает, то мы на него забиваем, потому что последний шанс. Они доверили вратарю. Я с самого начала говорил, что вратарь у Фанатов ненадежен. Ваши аплодисменты. Практически женская команда «Волонтер». Во главе с Ксюшей Поповой, правда не забившей сегодня, но державшей всю игру вокруг себя, одерживает победу в этом историческом турнире на Ибица 2015. Ну похлопайте, черти драповые, чего? Да. Болельщикам штраф. Пожалуйста, все болельщики скинулись по рублю и принесли победителям. Таким образом скомпенсируйте то, что вы плохо аплодировали и поддерживали. Спасибо участникам обеих команд за мужественную игру, высокую технику, показанную на этом потрясающем по качеству футбольном поле, где ни один мяч не летит, как предыдущий. Ура, волонтеры! Вы победили, вы лучшие! Ребята, финалисты, фанаты, капитаны где? Поздравляем вас! Вы сражались достойно. Чего? Второе место. За второе место награждается команда «Фанат 11». Парни нормально, несколько раз попали по мячу с подъема, остальное с носка. Выглядело хорошо. Второй тайм могли пропустить против Солнца, но джентльмены уступили девчонкам. Победители! Команда «Волонтеры». Кому?
Кого сфотографируем? Кто приз-то получит? Ну, поздравляем вас. Самое главное, почему не удалось забить? Как не знаю. А кто знает, если не ты? Что? А, вот так и наши футболисты. Почему вы не забили? Не знаю. Поздравляем вас. Вы молодцы. Сражались как надо. Молодцы. Центральному защитнику отдельно проставьтесь. Ура! Кому микрофон? Ребята, сейчас, секунду, я просто... Есть минута времени? Так, кому микрофон? Итак, друзья, продолжается зимняя Ибица, и сейчас в нашей фестивальной студии глава Республики Коми Вячеслав Гайзер. Вячеслав Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Что уже успели посетить на этом спортивном празднике, на сегодняшнем? Я прошел практически по всем площадкам, которые здесь организованы, и успел поболеть в финале за победителей, команду волонтеров. Это самский футбол, очень интересное зрелище, я надеюсь, что и всем зрителям понравилось. Посмотрел, каким образом сегодня там организованы площадки, связанные с сувенирной продукцией, со спортивными всякими аттракционами. Вот попытался пометать копье, топоры. То есть, получилось что-то? Конечно. А же просто так, что ли, тренируешься? Нет, все замечательно. Очень приятно, что у нас появилась своя брендовая продукция туристическая. Да, как вы к этому относитесь? Я считаю, что наша республика, она, во-первых, она действительно спортивная республика с большими традициями, спортивными, культурными. Но хочу подчеркнуть, что мы абсолютно обоснованно сегодня считаем себя родиной первых лыж. Это правда. И то, что сегодня организаторы зимней Ибицы продвигают вот это теперь уже как бренд республики в целом, я считаю, это очень правильно, поддерживаю это и будем присоединяться к этой работе. То есть в ближайшее время мы будем, так сказать, современным языком раскручивать этот бренд? Да, конечно. И, возможно, это привлечет в нашу республику какие-то крупные турниры, крупных спортсменов, как вы считаете? Я думаю, что обязательно привлечет, но вот если вспомнить вообще историю развития зимних видов спорта в республике, и в первую очередь, что республика это все-таки лыжная республика, она всегда и была, и есть, и будет лыжной. И те турниры, которые у нас проходили в свое время, и этапы Кубка мира в свое время, так сказать, большого спорта, и то, что вот сейчас мы провели, очень интересно, очень достойно, Кубок мира мастеров по лыжным гонкам, всероссийские соревнования проходят. Мы рассматриваем это для себя как репетицию, для того, чтобы вот в будущем проводить уже международные соревнования очень, так сказать, высокого уровня, с тем качеством, которое, собственно, требуется для такого рода соревнований. Тем более, что многих наших спортсменов уже знают за пределами Сыктывкара. Хотелось бы, чтобы Сыктывкар и республику уже посещали тоже высокие гости. А так и будет, я в этом не сомневаюсь. Вячеслав Михайлович, на ваш взгляд, основная миссия все-таки вот зимней Ибицы? Основная миссия зимней Ибицы – это еще раз пропагандировать здоровый образ жизни,
любовь к физкультуре, к спорту. А это означает, что, собственно, для подрастающего поколения, в первую очередь, да, должны быть и положительные примеры, кумиры. И очень здорово, что каждый год у нас приезжают в гости такие замечательные мастера спорта, которые своим примером зажигают нашу молодежь и пропагандируют вот такие очень хорошие жизненные ценности. Прошлый год был олимпийским, естественно, очень много делалось, и не только в нашем регионе. Кстати, многие спортсмены отмечают, что в республике очень много сделано для спорта. Вот продолжится ли в этом году, и, может быть, даже в следующем, какие-то строительства спортивных объектов и развитие вот спорта? Безусловно, у нас программа развития спортивной инфраструктуры продолжается, она реализуется на территории всех районов республики, и не только в этом году, и на ближайшие 3 года, вот, собственно, эта программа утверждена, мы будем продолжать строительство новых спортивных объектов и реконструкции старых. Причем эти объекты, они точно так же, как и в предыдущие годы, они абсолютно разноплановые, от универсальных спортивных площадок и лыжных баз до крупных объектов, это таких как бассейны, универсальные спортивные комплексы, ну и все, что вот связано с такого рода вот работой, оно будет продолжаться. Это здорово. Я надеюсь, что благодаря поддержке руководства региона у нас действительно появятся новые спортивные звезды. Они уже сейчас подрастают. Конечно. Спасибо вам большое. Я желаю, чтобы оставшаяся часть Ибицы для вас тоже была интересной. Она такой и будет. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну и пользуясь случаем, хочу еще раз сказать, в первую очередь, жителям республики, а во-вторых, всем тем людям, которых мы ждем в гости в республику, приезжайте к нам на Ибицу. И зимнюю, и летнюю, на замечательный праздник в республике Коми. Спасибо вам большое. Только что в нашей фестивальной студии был глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, друзья. Мы продолжаем нашу трансляцию. Сейчас как раз у нас планируется лыжная эстафета с участием олимпийцев. Давайте переключимся на ту площадку. Аркаша, встань сюда! Самое интересное все будет проходить на этом стадионе. За гостиницей. Лыжная эстафета. Бежит олимпийский чемпион по бобслею Александр Зубков. Бежит олимпийский чемпион по бобслею, чемпион мира по армрестлингу Алексей Воевода. И бежит мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе Республика Коми Екатерина Паршукова. Также бежит победитель турнира по сдаче ГТО на лыжах. Это будет интересно, а все это будет комментировать. Спасибо, проверил, дурак на месте. Итак, ребят, значит, внимание, уникальная эстафета. 4, я чуть не сказал, 4 по 100 и 2 с бужениной. 4 по 500 метров. 4 команды. В основном их состав из студентов сыктывкарских вузов. Но на 4-м заключительном этапе за команды побегут, между прочим, за команду под номером 1 победительница лыжной гонки здесь в рамках норм ГТО Анжела Макарова. За команду номер 2 знаменитая мастер спорта международного класса по стрельбе Катя Паршукова. Вот она сейчас, видите, по машине рукой. Звезда спорта Республики Коми. Она еще не снимала курточку, потому что она разогревается. Под номером 3 будет бежать Алексей Воевода. Настолько крутой, что он даже джинсы решил не снимать. Просто в республике не нашлось штанов на его ноги по диаметру мышц бедра. И под номером 4 команда на 4-м этапе сам Александр Зубков. Какая прелесть! Всего лишь 500 метров. Великолепно! Катить должно сейчас со страшной силой. Солнышко чуть-чуть притопило. Скольжение потрясающее, но в обе стороны, и вперед, и назад. Поэтому сейчас мы узнаем, как катят вперед и назад
можно сказать, суперзвезды мирового биатлона, бобслея. Алексей, помните, надо ехать вперед. Алексей вырос в Сочи. Ну, правда, это центр горнолыжного спорта, а теперь и всех остальных видов спорта нашей страны. Как бы не так стать, чтобы видеть. Итак, мы ждем команды судей на старт. 4 по 500 метров. Первая команда Аркадий Пименов, вторая Артур Андреев, третья Кирилл Селюк, четвертая Анна Каданева. Сейчас мы увидим, как девушки... это вот, знаете, последний этап, они хотят специально повыгоднее занять место. Это северянин Сибиряк, я бы сказал даже. Александр Зубков, представитель Братска. Итак, где старт? Вот он там поодаль, видите, около судьи на старте с динамиком. Мы готовы. Внимание! Поехали! Всего-то! Мы видим смешанную эстафету. Бежать можно коньком, можно классикой. Все коньком, кроме одного. Итак, кстати, не одного, а одной. Это, по-моему, как раз Анна Каданева под 4 номером. Ну, и под 1 номером Аркадий Пименов захватывает инициативу и сразу начинает отрываться. Легко катит, длинный пологий спуск, сменяется потом тягуном. Легонько. Второй этап уже на старте. Сейчас важно сделать задел. Сейчас важно оторваться, чтобы спокойненько товарищ, бегущий вторым этапом, мог раскладывать силы по дистанции, не напрягаясь, контролировать всю гонку. Итак, если ничего не произойдет на опасном крутом повороте там в низине, то сейчас мы будем приветствовать Аркадия Пименова первым победителем первого этапа. Но в эстафете 4 Алексей Воевода обиделся на меня и засадил мне палкой в пузо. Спасибо большое. Я чувствую, вечер меня ждет сегодня суровый. Итак, кстати говоря, Алексея назвали 3-кратным чемпионом мира по армрестлингу. У него гораздо больше побед. Ну, сейчас мы узнаем, как армрестлинг сочетается с лыжами. Тем не менее, произошла смена. Нет, все правильно. Самый маленький, я имею в виду по росту, из участников первого этапа Аркадий Пименов приходит хорошим коньком на финиш первого этапа, а второй бежит долго бежавшая классикой Анна Каданева. Бросается в погоню. Смена. Андрей Курята на втором этапе за первую команду. За 4-ю Михаил Каданев. Мощно стартует в одних руках и тут же бросается в догонку. Алексей Гищев за вторую команду. И под 3-м номером Данил Пименов меняет Кирилла Селюка. Итак, все силы отданы. Отданы все силы, какие были, а также те, которых не было. Посмотрите, как они растянулись. Лидер постепенно к нему преследователь приближается. Нет, ничего подобного. Как лыжи на спуске работают хорошо. Спасибо сервисерам. Всю ночь готовились, не пили, не спали. Сегодня мы специально посетили республиканский лыжный комплекс, там, где проходят всероссийские соревнования молодых ребят на призы Раисы Сметаниной. Говорили с легендарным Василием Рочевым. У него там отличный сервис-центр, и вот там готовились лыжи сегодняшних участников. Так что, если будут плохо катить, знаем, кого бить. Кто же после второго этапа будет лидером? Пока команда номер 1 Андрей Курята. Вот этот длинный тягун. Но вот что значит работа лыж на спуске. Посмотрите. Или, может быть, слабая физическая подготовка Андрея. Его съедают, его сжирают просто на глазах. Мы сейчас увидим отличную битву. Последние 100. Андрей Курята. Михаил Каданев догоняет его. Тут же на пятках Алексей Гищев. Вот сейчас пойдет Рубилова. Поехали. На 3-м этапе. За команду номер 1 Савелий Иванов. За команду 4 Никита Брода. За команду номер 3 Альберт Туркин. И за команду под номером... А я уже всех сказал. Итак, номер 1, номер 4. Ничего еще не понятно. 4-я команда выходит вперед. Никита Брода мощно катит. Тут такая трасса, катись не хочу. Можно не просыпаясь катиться. Смотрите, какой длинный спуск.
Работа с удовольствием. Погода сказка. Все деньги из бюджета республики ушли на обеспечение сегодня неба без туч. Спасибо главе республики Коми. Он, кстати говоря, где-то здесь, по-моему, должен быть или приехать. Вот. Итак, ждем, в какой последовательности наши звезды будут уходить на последний этап. Анжела Макарова, первый номер. Катя Паршукова, второй. Алексей Воевода, третий. И Александр Зубков, четвертый. Обычно они выступают вместе, но здесь будут каждый за себя. И положение не меняется. Никита Брода приходит первый. А вот на второе место выходит команда под номером 2. Это Вячеслав Ротчев, носитель знаменитой лыжной фамилии Коми. Итак, Александр Зубков, Катя Паршукова. О, Катя Паршукова, специалист по стрельбе, оказывается, отлично катит простеньким коньком, обходя Александра Зубкова. А где же Воевода? Нет, это Зубков упал. Воевода пока стоит. Но посмотрите, как он красиво стоит. Смотрите, как он мужественно выглядит. Великолепная техника. Попеременный одношажный ход на месте. Я чувствую, он занимался под руководством Раисы Петровны Сметаниной сегодня. Александр Зубков, превозмогая себя, никогда ему не было так тяжело. Последние годы, как сегодня. Господа, ваши фотоаппараты, ваши видеокамеры, вы присутствуете при уникальном заезде. Такого больше не будет, потому что Воевода и Зубков больше никогда не рискнут на такое попробовать. Итак, а где же Алексей Воевода? По-моему, он пошел в гостиницу пить чай. А нет, вот кто это там такой маленький? Вот кто-то с горочки спустился. Нет, а кто с горочки поднялся? Ребята, одна из лучших мастериц стрельбы в республике Коми. Мастер спорта международного класса. Интересно, стрельбой ли она вообще-то занимается? По-моему, она занимается лыжными гонками. Катя Паршукова приходит первой. Затем Анжела Макарова, вторая победа сегодня. А теперь, товарищи, будем аплодировать аутсайдерам. Спорт, он для всех. Поддерживать нужно и сильнейших, и слабейших. Итак, сейчас мы решаем вопрос, доедут ли до финиша участники команд под номером 3 и 4. Я-то знаю, в чем причина. Дело в том, товарищи, не надо держать Алексея. Товарищи по команде, у нас каждый за себя. Дело все в том, что Алексей и Александр привыкли к другим скоростям. Вы знаете, что максимальная скорость, которую они развивали, 153 км в час. Поэтому на малой скорости, такой как здесь, им просто трудно собраться. Понимаете? Поэтому надо отнестись. Сейчас они появятся здесь. Александр Зубков, попробуйте 100 с лишним килограмм мышц поднять. Он все-таки не лыжной комплекции. Как работает в гору, как Вячеслав Веденин. Мощно плечами включает. Раз. Аплодируем. Александр Зубков. Мы сейчас можем увидеть потрясающую борьбу на финише между ним и Алексеем Воеводой. Последние 150 граммов, простите, метров. Итак, кто это там так помчался сходу? А нет, это товарищи по команде Алексей Воевода. Продолжаем. Осталось совсем немного. Тяжело. При этом, я даю вам честное слово, Александр Зубков прилетел в Сыктывкар вчера вечером и совершенно не пил. Поэтому, если вы думаете о нарушении спортивного режима, зря. Он очень дисциплинированный спортсмен. Аплодируем Александру Зубкову! Нет, это не аплодисменты, ребята. Но в конце концов, мы в Республике Коми, здесь знают толк в лыжах и знают, что значит на финише дистанции работать. Ваши аплодисменты, иначе Зубков больше не приедет. А все-таки спортсмен настоящий. Саня, мы с тобой! Не иди коньком, умоляю! Не иди коньком, умоляю! Конечно, не держат лыжи. Ему специально подсунули немазанные, не парафиненные лыжи. Мы знаем. Саня, иди лучше пешком, но не коньком. Поскольку Воевода далеко, кричите громче. Кричите громче. Итак, вот она. Последние 50 метров. Осторожно! Плечевой пояс в порядке.
Вы видите перед собой не только олимпийского чемпиона, но и руководителя сборной страны по бобслею Александра Зубкова. Ваши аплодисменты! Аплодисменты, я говорю, а не о-о-о-о-о-о-о-о. А и теперь на финише мы ждем Алексея Воеводу. Все мы знаем, все мы видели Олимпийские игры. Главное не победа, главное участие. Дело все в том, что Алексей весит килограммов, наверное, 112, 100, может сейчас даже и 120. Попробуйте-ка поднять такую массу, хотя бы в небольшой пригорок, а здесь какой длинный, специально ведь каким-то подлецом сделанный тягун. Ведь знали, что крупным спортсменам трудно в гору работать? Отдача, наверное, приличная. Кто там побежал? Кто там? Почему зрители посторонние на трассе разбивают лыжню? Итак, дорогие друзья, я вас прошу, давайте соберемся и сейчас все вместе, как только появится олимпийский, неоднократный чемпион, олимпийский чемпион мира Алексей Воевода, мы поддерживаем его со всей страстью нашей души, хорошо? Просто кричим «Алексей!». Я тут увижу, люди в форме ленинградского «Зенита» стоят. И вы что, за «Зенит» болеете? Правильно делаете. Что там за него болеть, там одни иностранцы. Итак, где же Алексей Воевода? Ключевой вопрос сегодняшнего лыжного дня. Давайте его позовем. Давайте. Алексей! 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 Ну добрее, добрее! Добрее и громче! Еще раз! Алексей! Алексей! Отложите фотоаппараты, все кричим. Алексей! Алексей! Ох, тяжко, оказалось бы, всего 500. Вот он катит, вы смотрите, как тяжело. Я говорил, Леша, надень рейтузы. Нет, говорит, я в джинсах прокачусь, в них теплее. Я говорю, чему? Неважно. И вот сейчас помогаем. Алексей! 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 Мы можем смеяться сколько угодно, но настроение такое соответствующее праздничное, но мы даже не можем себе представить, какими способностями и силой духа и природными данными должен обладать трудолюбием человек, который поднимается на высшую ступеньку пьедестала в мировом спорте, а уж тем более в Олимпийских играх. То есть перед нами один из величайших, без кавычек, спортсменов современности в мире. Понимаете, а то, что что-то у него может не получаться в лыжах, но нельзя быть одинаково великим во всем. В лыжах чуть-чуть похуже, в бобслее немножко получше, правильно? Тем более не помазали под колодкой отдачи, он летит назад. Конечно. А Коньковым трудно, потому что трассу разбили. Леша, ты красавец! Леша, ты лучший! Лучший! Алексей! Алексей! О, алло, ребята! Алексей! От мужчина! Мужчина! Алексей! О, Усейн Болт! Усейн Болт! Палка не там, Алексей. Дойди до финиша бегом. От спортсмен. Уже иди так, сломаешь лыжи. Красавец. И все-таки он доехал. Ура, товарищи! Это была потрясающая гонка. Чего так дохло хлопаете, черти? Надо было идти. Так, ребята, а теперь внимание, пожалуйста, послушайте меня все. Послушайте меня все. Вы насладились зрелищем лыжных гонок в исполнении сверхзвезд мирового спорта, а теперь все перемещаемся к главной сцене. Там будет еще один акт нашего марлезонского балета. Все перемещаются туда, и сейчас Алексей и Саша снимут лыжи, передохнут, и мы встречаемся там возле главной сцены через несколько минут буквально.
Продолжается зимняя Ибица, настоящее шоу устроили наши олимпийские чемпионы Алексей Воевода, Александр Зубков на эстафете. Я думаю, что моменты были очень интересные, но все-таки не их это лыжи, но зато они олимпийские чемпионы по бобслею. А рядом со мной человек, который прославляет нашу республику еще в одном направлении, это автоспорт. Лучший дебютант Дакара 2012 года, который проехал этот путь. Всего 5% новичков достигают финиша, а он это сделал. Антон Мельников, наш земляк из Уссыльма. Антон, здравствуйте. Очень рада, что вы к нам приехали. Здравствуйте. Я тоже очень рад. Еще как с погодой повезло. Как будто специально готовили. Поэтому каждый приезд в республику для меня это праздник. Сегодня же это праздник вдвойне, потому что вот пригласили в Финно-Угорский парк. И я на многих праздниках, на многих выступлениях, я в принципе объехал весь мир, но вот такой вот с таким теплом и душой такой праздник, он очень дорого стоит, я скажу. Поэтому те, кто приехал на Ибицу, те и так получили удовольствие, а те, кто не смог приехать, конечно, очень много потеряли. Вы часто навещаете свою родину, Уссыльму? Я знаю, что у вас там 104-летний дом, по-моему, да? Вы сейчас будете строить новый? Да, у меня еще живы родственники в Уссыльме. Там моя любимая тетя, вот ее все знают, Тютюник Людмила Ивановна. Она была больше 20 лет главным бухгалтером совхоза Уссыльмский. И дом, в котором я вырос, провез детство и пошел в первый класс, отучился, это вот на Советской 75. А сейчас, да, то есть есть желание такое жить в Уссыльме, когда уже больше времени там проводить, поскольку замечательная экология, продукты. То есть, я понимаю, здесь люди в республике живут, им, конечно, тут посложнее, но им нужно чаще смотреть вокруг, и то богатство, которым они обладают, вот, мы, кто живет в Москве, еще где-то мы завидуем белой завистью, и уже столько людей побыл, мои друзья приезжали в Уссыльму, и все были от природы, от всего в очень большом восторге. Как вы решили, вот человек из Коми, решили поучаствовать в таком большом ралли, сложном, смертельно опасном, как Дакар? Ну, благодаря ралли «Шелковый путь», оно в 2 раза короче, чем Дакар. В 2010 году мне получилось выиграть «Шелковый путь» в категории продакшн дизельный, это на стандартных подготовленных машинах. Потом все-таки в 2011 году я выиграл Кубок России в абсолюте. И в автоспорте, вот в ралли-рейдах, Дакар — это вершина всего, это как Олимпиада, даже больше, чем. Вот. И, конечно, это вот мечта и стремление каждого гонщика, и вот у меня она свершилась. Насколько сложно было ехать? 9000 километров, Южная Америка. Там были только пустыни или еще приходилось через джунгли пробираться? Ну, там джунглей особо не было. Очень тяжело было ехать в русле горных рек. Во-первых, достаточно большую скорость нужно бы держать, камни, вода, испарение. Мы же едем без кондиционеров, испарения попадают в кабину, высокогорье, то есть недостаток кислорода. Это все, конечно, очень тяжело. Очень... С какой скоростью вы по руслам горных рек ехали? Ну, там где-то от 110 до 150. Это вот по каменистым? Да, вот это, да. И там надо было уворачиваться от камней, естественно, от больших, потому что если ты не увернулся, это, как говорится, снос подвески, и в лучшем случае потеря там несколько часов, в худшем сход. Сейчас к чему вы готовитесь? Я знаю, идет подготовка вашего автомобиля к какому-то соревнованию. Ну, вот сейчас в феврале я проехал не очень удачно первый этап Кубка мира в Карелии, перевернулся, но все равно финишировал. Сейчас я заявлен в том числе, от республики на 2-й этап чемпионата России. Он пройдет в районе Астрахани, там, где самая северная полупустыня в мире, на границе с Казахстаном, с 15 по 18 апреля. То есть на автомобиле будут логотипы флаг республики? Будет, да, гербы отдельных муниципальных поселений. И, как говорится, мир должен узнать, что Коми – родина лыж, а не Норвегия, поэтому эта надпись на машине будет тоже. Что пожелаете зрителям, участникам Ибицы? Ну, я так думаю, они получили все, зачем пришли, поэтому хочу им пожелать удачи по жизни и здоровья.
Мы вам тоже хотим пожелать, чтобы все прошло у вас хорошо, и чтобы Республика Коми в автоспорте заявила себя самым лучшим образом. Спасибо вам большое. Спасибо, буду стараться. Всего хорошего. Спасибо. Друзья, продолжается наш фестиваль «Зимняя Ибица». Сейчас опять все внимание на сцену. Там будет финал по армрестлингу, в котором Алексей Воевода примет участие. Может быть, он отыграется за лыжи. И к тому же там будет еще и благотворительный аукцион. Поэтому давайте переключимся на ту площадку. Факелоносцев, вот те, кто несли факел во время эстафеты Олимпийского огня, несли его в таких перчаточках. Кирилл, вот кто-то спер, а у нас на аукционе появились. Я знаю, но мои-то были с дыркой, поэтому они протерлись от факела, поэтому это не те. Ну ладно. Ну что ж, друзья мои, начальная цена 500 рублей. 500 рублей это практически чуть дешевле, чем в магазине. Да, практически даром. Кто готов их приобрести за 500 рублей? Олимпийские перчаточки 500 рубликов. Хорошее начало. Давайте смелей. Девочка поднимает за 500 рублей. А папа в шоке. Не надо девочку считать, да. Не, папа улыбается. Нормально. Папа, да, нормально. Папа улыбается, но не говорит, что он готов отдать 500 рублей. Не, но вы понимаете, потому что человек, который сюда выходит, во-первых, Кирилл нам это вручает ему этот подарок. Давайте так, еще готовы разрешить сделать селфи с ним. Прикольно. Прямо здесь, на сцене. Прикольно. Вот представляете, то есть вы будете прямо в истории. В истории Ибицы. В истории Ибицы. 500 рублей. 500 рублей, господа. Каждый шаг 100 рублей. Вот, это рука. Это традиция. 700 рублей? Вот, 700? Мадам мечтает сделать селфи с Кириллом Наутовым. Да. 700 рублей. 700 рублей мы вам с удовольствием отдадим, если никто не предложит больше. Поднятая рука означает на 100 рублей больше. 700 рублей. Раз. Папа, чего вы молчите-то? Папа чего-то ждет. Да. 700 рублей. Два. О, 800. 800 соточек появилось. 800 рублей. 800 рублей. Раз. 800 рублей. Два. Продолжает работу и фестивальная студия. Пока благотворительный аукцион идет на сцене, у нас здесь двукратный олимпийский чемпион Александр Зубков. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам большое, во-первых, что приехали к нам на Ибицу. Как ощущаете себя после эстафеты на лыжах? Я просто обалдел, честно говоря, что я впервые за 30 лет своего существования, да, я встал на лыжи, почувствовал, как-то все происходит на самом деле, и проехался, мне было очень интересно проехаться по трассе. Конечно, трасса была для меня очень сложная, честно скажу открыто, потому что были падения, были сложные подъемы, которые мне очень тяжело давались. Вам, наверное, было бы легче на санках проехать по трассе, по бобслейной или боб разогнать, хорошо? Ну, конечно, безусловно, тот вид спорта, в котором я больше своей сознательной жизни, спортивной, нахожусь, конечно, она была бы более, как бы сказать правильно, близко ко мне, и было бы элементарно все показать, и мастерство свое тоже. Я надеюсь, что у нас построят все-таки бобслейную трассу, и мы тоже сможем вас еще раз пригласить. Расскажите, что уже успели на Ибице здесь посмотреть, что-то, может быть, где-то в чем-то еще поучаствовать? Да, безусловно, я посетил музей. Раиса Петровна Сметаниной было очень великолепно. Сама Раиса Петровна рассказывала, мы близко познакомились, посмотрели ее замечательный, великолепный просто музей. Также я посетил спорткомплекс боевых искусств. Я честно скажу, обалдел от того, что построено, как построено, сколько людей, детей там занимается. Это просто было великолепно. Ну и, конечно, без сомнения, участвовал в параде открытия, нес знамя. Это вдвойне приятно мне, потому что после того прохода на Олимпийских играх и здесь нужно также достойно пронести знамя у вас на празднике Сибирской Ибицы. Это вдвойне приятно. И, конечно, остался, можно сказать, очень удивлен и очень поражен художницей, которая здесь была выставка рисунков. Это Анастасия Лобецкая, у которой я приобрел картину, купил и передал в дар ваш сюда, именно в гимназию искусств, чтобы он хранилась здесь и видели, какие у них великолепные художники есть, гордились ими. А такие фестивали, как вы считаете, насколько они важны для регионов? Они, несомненно, нужны, они
подталкивает и развивает и показывает уровень области, уровень региона, который проводит такие великолепные праздники, соревнования. И дети, которые болели и смотрели, просто с такими глаза просто сверкали у них, вас спрашивали, общались, это просто дорогого стоит. Вам часто приходится общаться с молодежью, может быть, вы кого-то тренируете? Пока я только тренирую свою дочку, общаюсь с молодежью, я очень люблю общаться с людьми, с детьми, потому что я сам раньше был такой же и хотел бы объяснить, показать, рассказать, что их интересует и как нужно достигать результатов. Вы ведь рулевой, я так понимаю, пилот, да, правильно будет сказать, с такими скоростями. Что чувствуешь, сидя за что вы там штурвал внутри боба или что? Там 2 рычага управления, на каждом рычаге отдельная своя ручка, управление руками. Конечно, пилот задает и радиус, и поворот, и рассчитывает уклоны всех виражей. И в первую очередь ты отвечаешь за тех разгоняющих, которые сидят в экипаже, за их жизнь. Наверное, сложнее всего управлять четверным бомбом, да? Сложно сказать, что да, она более плохо управляется, но более технично, более быстро проехать надо в двойке. Мое понимание, если ты проезжаешь быстро в двойке, ты очень быстро даже ехать в четверке. Александр, спасибо вам большое. Я желаю вам новых побед, новых медалей, чтобы вы прославляли нашу страну. И приезжайте еще к нам на следующую зимнюю Ибицу. Спасибо, с удовольствием приеду. И всем желаю заниматься спортом и быть здоровым. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Дамы и господа, перемещаемся снова на центральную площадку зимней Ибицы. Там сейчас продолжается благотворительный аукцион. Все внимание туда. Сказали, человек с серьезным недугом двигательным. Да. Она так замечательно пишет, самовыражается, чудесные совершенно краски. Да, обратите внимание, денежки поступают туда. Ура, ура. Будете делать селфи, Катя? Как вас зовут? Катерина. Катя, мы ее знаем, хорошая девочка. Катя, это держите. Это теперь картина ваша. Селфи. Кать, мы вас с удовольствием сфотографируем, и фотографию вам потом передадим через известные... Надо бы, наверное, с Настей в первую очередь, с автором сфотографироваться. Хорошо. Познакомитесь, спасибо, да? Спасибо, Катя, вам огромное. Так, ребята, вы меня завели, извините, это не в сценарии. Так, что случилось, Кирилл? Это не в сценарии совершенно. Но у нас же каждое уже слово пришел Алексей Воевода. Да, давайте тогда Лешу отпустим, потому что ему надо просто отдохнуть. Алексей Воевода! Со своим лотом он пришел, друзья мои. Да. Поаплодируйте Алексею. В этой майке меня награждали олимпийским золотом, поэтому, в принципе, мы ее сейчас и будем. Ух ты! Майка будет с автографом. Так что начинаем. Олимпийское золото вы получали в этой... Сколько? Так, подождите, Так, подержите микрофон, выверните ее на другую сторону. Да. Выверните. Итак, ребята, это уникальная вещь. Футболка олимпийской экипировки Алексея Воеводы. Автограф есть? Будет. Автограф будет. Итак, футболка самого Алексея Воеводы. 1000 рублей. 1000 рублей, друзья мои. Алексей сам изначально... Так, 1100. Я вижу ручку 1100. 1200. 1300. 1300 рублей девушка, которая так хочет... Всего 1300, 1400 рублей. Абсолютно верно. 1500 рублей это правильный шаг, но он очень маленький. 1500 рублей это только начало. Абсолютно верно. Вот вижу. 1600. Кирилл, вот. 1600 рублей. Мужчины, 2000 2000 рублей. Да, отлично. 2100. 2100 рублей. 2100 рублей рубашка Алексея Воеводы, господа, это единственный шанс. Вот. 3000 мужчина показывает. Рублей. Или 3 пальца показывает. 3000 рублей. Рубашка Алексея Воеводы, олимпийского неоднократного чемпиона мира с автографом. И поцелуй, девушки. И поцелуй в ту же цену. Подождите, там молодому человеку повезло. Его может поцеловать сам Воевода. 3000 рублей раз. Ох, я посмотрю, как они в эти усы 3000 рублей! 2! Может быть, я тогда заберу. Что это, 5? 5000 рублей! Я смотрю, в Республике Коми есть понимающие люди! 5000 рублей! Раз! Господа, вы упускаете реальный шанс в жизни. 5000 рублей, 2 поцелуя Алексея Воеводы. Подождите, Кирилл. В левую щечку и в правую. Остальное зависит от вас. Алексей немножко взволнован. Мужчина побеждает.
давайте как-то поясним ситуацию. Товарищи, я думал, я намекаю на то, что у девушек есть уникальный шанс. Вы понимаете, девчонки? Шанс есть, супругу отправит. Супругу отправить. Поцелуй можно передать. Кирилл, тут другое дело. Шанс есть, денег нет, видимо, у девушек. Принесет. Принесет. 5000 это крайняя цена, да. Раз. 5000 рублей. 2 поцелуя вам, вашей жене или тому, кого вы представите женой. 2. 5. Ну, товарищи, это несерьезно. Целых 2 поцелуя воеводы. За 5000 рублей. По 2500 за поцелуй. Товарищи, ну это просто как-то. Плюс за Человек ехал в такую даль. 500 метров коньковым ходом. Чтобы отдать 2 поцелуя за 5000, товарищи. Ну что вы? Или мы не люди, в конце концов? Имейте совесть, друзья. Да. 5000 рублей. Я думаю, продано. 3 продано! 5000 рублей! Шикарно! Итак, сейчас мы увидим, кого целует Алексей Воевода! Ну как увидим? Я предлагаю вообще всем, кому нет 18 лет, отвернуться. Пожалуйста, представьтесь. Иди сюда, тебя целовать будут, я договорился. Владимир, на вас шапочка. Так он ее купил здесь. А он уже ее сегодня купил. Да меня же не было, это моя? Да. Ребята, это абсолютно честно. Это шапочка, в которой я нес олимпийский факел там на одном из этапов. Честно вам говорю, ни разу с тех пор не надеванная. Поднимайтесь. Итак, 2 получательницы поцелуев Алексея Воеводы. Обратите внимание на Владимир. У него прекрасная спортивная фигура. Видно, что каждый день он пробегает на лыжах 15-20 километров. Проплывает в бассейне пару верст. Держит диету кремлевскую. Вот результат. Берите. Подождите, Кирилл, самое интересное. Пришли девчонки, которые всегда ходят с мужчиной. Представьте, пожалуйста. Меня зовут Татьяна. А вас? Ирина. А это что, просто? Давай еще 2500! Товарищи! 2500 кони! Вы хотите бонусный поцелуй получить? Это к Алексею. Если у него остались силы после дистанции. Я лучше обниму. Итак. Ой, что творится-то? Друзья мои, но мы напоминаем о том, что вот... Ива захлестнула! Итак, господа, рубашка олимпийская. Подожди, а бабосики-то отправили? Есть ли фломастер, маркер расписаться у кого-нибудь? Деньги. Есть маркер у кого-нибудь расписаться? Все, прекрасно. Леша, есть. Леша, есть. Так, слушайте, ребята, что-то вы меня завели. Стоп. Давай, отдадим. Знаете чего? Давайте так, чтобы заодно, чтобы как-то пополнить. Во-первых, не забудьте дать деньги вот сюда. Все, вот сейчас уже считают. Что-то как... Сами. Окей, ладно, держи. Чего случилось? Что вы делаете, Кирилл? Кирилл, зачем Кирилл, что вы делаете? Что происходит? Это куртка, в которой я работал на Олимпийских играх и вел закрытие и открытие. Да Олимпиады и так ладно! далее. Вот это да! Да ладно! Я вам честное слово говорю, я не вру. Это действительно вот эта куртка, я просто ее практически не надевал, поскольку зима была теплая. Она считайте, что она новая, но она 60-го примерно размера. Ну, это наш размер. Сколько назначить стартовую цену? 300 рублей? 350. Знаете что? Нет, подождите. Нет, Кирилл, нет. Раздевайтесь. Начали, давайте заканчивать. Ну нет, давайте как бы с аккуратненькой цены начнем. 1500 рублей. Как 3. Ты обижаешь звезду. Скажите, я узнаю, во сколько вы меня оцениваете. Ну, да. Окей. 1500 рублей. Класс! 1500. Вот, девушка готова забрать за 1500. Честно говорю, моя олимпийская куртка. Целовать, ради бога, если хотите. Давайте тогда шаг будет 500 рублей. 1500 рублей. Шаг 500 рублей, нормально будет? Ну ты серьезно замахнулся. Хорошая вещь для женщин можно использовать как пальто. Например, как палатку, если вы небольшого роста. Теплая, без дырок. Совершенно нормальная. 1500 рублей. Не Китай, не? Нет, нормально. Воска, не трогай, не твоя. Не заплатил. 1500 рублей раз. А? 1600? А какой шаг? Ну, вообще шаг был объявлен 500 рублей. Ну, как сами решаете. Как вы скажете, я свое же не могу продавать. По 100 рублей также был, 1600 рублей. По 100 рублей, окей. 1600. 1600, 1700.
1700 рублей. Ребята, поднимайте выше. 3000 рублей. Да! Это хорошее будет пальто. И ваши еще дети, а потом внуки здесь поместятся. Кирилл, 4000 рублей. 4000 рублей. 4000 рублей. 5000 рублей. Да ладно. 2 поцелуя сразу и 3 в течение дня. 6000 рублей. 6000 рублей. 6000 рублей, и вся сумма пойдет на помощь театру «Радость моя». Красота. 6000 рублей. Директор Боско сейчас за сердце взялся. 6500. 6500? Какие-то несмелые движения. 6500. Не, нормально. 7000 рублей. Там человек настроен на победу, это видно. 7000 рублей. Посмотрите на меня, я замерзаю. Да, может быть, какую-нибудь курточку У вас принесем? нет никакой сердоболи. Да не надо курточка, на мне 2 свитера. Не надо, Подожди, не надо. Оставьте. Мерзните на здоровье. 7000 рублей. 7000 рублей раз. Раз. Не стиранная, не стиранная, не линялая, не заштопанная. Ты 7002. Да, прямо сейчас. Ребята, она стоит дороже. 8000 рублей. 8000 рублей. 8000 рублей раз. Все-таки пальтецо пригодится, я чувствую. В нем можно спать на снегу. Можно плавать. Там 8000 рублей раз. Кирилл, вам не приходилось на рынке торговать? На рынке приходилось в голодные годы. Да. 8000 рублей 2. Там подарок отрабатывают. 10 или 9? 9. 9000 рублей. 9000 рублей. 9000 рублей раз. Хорошо. 9000 рублей раз. Все, не тянем больше. Девушка, ну чего вы? 9000 рублей раз. Вы же бюджетник, давайте. Нет, если вы сказали, вы чиновник, тогда да, а вы бюджетник как раз. Это даже как-то скидку хочется Даже как-то сделать. сразу хочется поцеловать бесплатно. 9000 рублей 2. Мне кажется, Опугей где-то рядом. 9500. Не стесняйтесь своего богатства. Не стесняйтесь. 9500 рублей раз, господа. Да? 9500 рублей, говорю я замерзающими зубами. 10 тысяч рублей! 10 тысяч поднял мужчина. 10 тысяч рублей раз. 10 пальцев, 10 тысяч. 10 тысяч рублей, каких-то 10 тысяч рублей. Несчастных. Какая-то мелочь. Да? 10 тысяч рублей 2. 10 тысяч рублей 2,5. 10 тысяч рублей 2,6. Кирилл, вы бы не могли не пачкать, Кирилл. Не могли бы не пачкать чужую Да, улыбку? хорошо. 10 тысяч рублей продано. Продано 10 тысяч рублей! Класс, супер! Я надеваю шапочку Ибица. Хоть это будет меня согревать. Отличные получились торги. Вот. Здравствуйте. 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 Представьтесь, пожалуйста. Евгений Вишнев. Очень приятно, Евгений. Известный в Скажите, нашем городе человек, известный фотограф нашего города. позвольте примерить Евгению курточку. Единственное, у меня вопрос, Евгений, вы зачем с собой 10 тысяч привезли сюда? У приличного фотографа 10 тысяч всегда с собой, да. причем не рублей, а долларов на самом деле. Единственное, вот маленькая деталь, хотелось бы деньги увидеть еще. Что вы здесь торговали? Фотографирую. Вы за бабки правильно делаете. Поаплодируйте Евгению. Евгений, друзья мои. Ему прямо по размеру, правда? А портман это серьезно. Смотри. Да. 10 тысяч. Все, свеженький красный. Спасибо большое, Евгений. Если в карманах останутся мои документы, пришлите мне почтой, пожалуйста. Денег не мечтайте, не мечтайте. У вас у самого полный бумажник. Дамы и господа, это победитель Евгений! Евгений Вишнев. Ребята. Еще есть один лот. Александр. И вот теперь, внимание, я хотел сказать. А вот теперь шутки в сторону. Это мне действительно с курткой пришла на ум такая блажь. Спасибо Евгению и вам большое спасибо за девушка, у которой точно есть 9 тысяч. Я по глазам вижу, что у вас есть и 20 тысяч. Может быть, они сейчас вам пригодятся. Тем более вы не одна в компании. Скинувшись, вам, может быть, удастся набрать и 100. Почему так мало? Что значит мало? Значит, 200 наберете, если нужно. Господа, сейчас мы представим еще один крайний лот. Это действительно, без шуток, историческая вещь. Действительно, без кавычек, это историческая вещь.
Александр Зубков. Мы не его продаем, нет. Так представили, историческая вещь. И почем будет Александр? Посмотрите, что у него в руках. Это форма, в которой Александр Зубков на параде открытия Олимпиады в Сочи возглавлял команду России и нес знамя нашей страны. Вот эта куртка и ушанка. И на плакатах, которые вы видели, там он именно в этой форме. И Саша это предлагает в качестве лота на благотворительный аукцион сейчас. Браво, супер. Браво! Давай так, я считаю, что цена изначально должна быть серьезная. Шаг должен быть серьезным. Вот по 100 рублей, но это просто несерьезно для такого лота. Александр, ваши мысли по этому поводу, как вы считаете? Ну, мысли у меня, во-первых, это вещь, которая дала толчок спорту, развитию целого спорта вообще в России, поэтому оно одевалось один раз в примерке, и второе это когда было открытие Олимпийских игр. И мы достойно это показали, доказали и подтвердили результаты. Поэтому цену начинаем. Ну, как вы считаете? Я думаю, начальная цена 5000 рублей. Нормально. Да, это хорошая цена. Это не цена, это подарок. Халявушка. 5000 рублей. Давайте сделаем шаг 1000. Конечно, 1000. Шаг 1000. 5000 рублей. Наденьте тогда, пожалуйста, и куртку. И... Третий раз одевается. Я помогу. Ребята, пятерочка. Оцените момент. Это действительно уникальный. 6000 рублей. 7000 рублей. 7000 рублей. Прошу вас. 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей. О, куртка, это Антон Мельников сам хочет поучаствовать. Он из Усть-Цильмы, там все такие реальные пацаны растут. 15 тысяч рублей. 15 тысяч секундочку, кто 15 поднял? Вот 15 тысяч рублей. Девушка, вот это подход 15 тысяч рублей. Куртка и ушанка. Уникальная куртка и ушанка Александра Зубкова. Прямо с него будете снимать. 15 тысяч рублей раз. 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей. 25 тысяч рублей. Что вы творите? 25 тысяч рублей. 25 тысяч рублей уже готовы отдать. Куртка и ушанка самого Александра Зубкова. Я не уверен, что Антон привез с собой столько денег, но торгуется. Но он сгоняет в Усть-Цильму, это всего ничего. 3 минуты. Он автогонщик, участник ралли Дакар. Доехать до Усть-Цильмы 1,5 часа. Но он просто не в курсе, какие дороги стали в последнее время. Еще бы, тогда еще быстрее. 25 тысяч рублей раз. 30 тысяч рублей! 30 тысяч? 35 тысяч рублей! 35 тысяч рублей! Девушка настроена решительно. 35 тысяч рублей! И Антон побледнел как-то в этот момент, когда уже речь идет уже о 35 тысяч, серьезные деньги. 35 тысяч рублей раз! Мне кажется... Прежде... Сколько? 45. 45 тысяч рублей. 20. Тихо. Что происходит? 48 тысяч рублей раз. Я не верю, 48 тысяч рублей. Я просто не верю, что происходит. Это копейки. Это копейки. Это меньше $1000. Поздравляю вас, Кирилл. Это куртка и ушанка стоит просто в сметной цене гораздо дороже, а тем более они были на Александре в момент открытия Олимпиады. 48 тысяч рублей раз. Антон, давай. Кирилл, вам 49. Антон, 49? 49 50. 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей раз. Я хочу с вами познакомиться, девушка. 50 тысяч рублей. Девушка, вы одна приехали? Да, или как? Мне кажется, что нет. Да. Мне кажется, вы зря ходит этот человек. Вы зря раскатываете губу. Мне кажется, здесь в толпе стоит человек 15 в штатском. 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей 2. Господа, а что такие сразу грустные лица, как только стали звучать настоящие деньги? Ребят! Куда исчезла ваша доброта, гостеприимство, веселые улыбки, аплодисменты, в конце концов? Кирилл, 50 тысяч рублей — это примерно бюджет всей Ибицы у нас. Да, наверное, если золотых рублей. Так что это серьезные деньги. Ну и тем не менее, давайте смотреть в глаза Антону, в конце концов. Его следующий шаг. Почему-то глаза как-то погрустнели. 50 тысяч рублей 2.
50 тысяч рублей, господа, и вы теряете уникальный шанс приобщиться к мировой истории без кавычек. 50 тысяч рублей! Я боюсь сказать это слово, скажите без меня. 3 Бранова! 50 тысяч рублей! Вот это да, друзья мои! 50 тысяч По-моему, рублей! девушка идет и плачет. Кто же эта девушка? И где ее охрана? 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей. Я пойду руку подам, Вань. Конечно, Честно говоря, я разочарован. И потом не мой ее еще 2 недели. Я разочарован. Вы, конечно, большие джентльмены, что пропускаете женщину вперед. Но я думал, что все-таки кто-то из крупных северных мужиков. Здравствуйте. Как вас зовут? Анна Чуракова. Анна Чуракова, очень приятно. Анна, скажите, пожалуйста, что подвигло вас на такой решительный жест? Ведь дома вас могут спросить, собственно, где бабки. Ну, это история. И очень хочется, чтобы эта история... Это очень дорогая история во всех смыслах, вы понимаете? Конечно, и хочется, чтобы она хранилась в очень правильных руках. Вы приедете сейчас, повесите на стенку, отдельно будет фото с Александром, конечно, и все, кто вам будет приходить в гости, вы будете предлагать померить на себя олимпийскую форму. За штуку. Я думаю, что вот этот лот достаточно, чтобы его и видело большее количество людей, поэтому я думаю... Вы что, в нем будете по городу Сыктывкару ходить, что ли? Я думаю, что я передам его в музей. О, друзья мои, аплодисменты. Интересно. Интересно. Конечно, Республики Коми. А если там не возьмут? Обязательно. За полтинник-то легко. Они скажут, у нас там 8 тысяч лет экспонатом, а вы новый. А что это у вас в руках? Деньги. 50. А можно посчитать? Аккуратно. На всякий случай. При Зубкове. А можно я посмотрю, как вы считаете чужие деньги? У вас больше нету, может быть, 60 нет? Что, торопиться нам, да? 20, 30, 40, 50. Люблю смотреть, как люди чужие деньги считают вообще. Бурну сами, да. Дамы и господа, 50 тысяч рублей! И главное, эта куртка с шапкой остается в Республике Коми. Класс. Это очень здорово. Супер. Да, есть женщины в русских селениях. Они на скаку и за 50 купят и все что угодно. Александр, один поцелуй Анне, пожалуйста, от вас. Можно просто... Александр Зубков и Анна. Ваши аплодисменты. Браво! Здорово. Спасибо вам огромное. И это был крайний лот, последний лот, да, больше нет. Времечко, друзья мои, времечко. Спасибо. У нас еще самое интересное действие будет. Кирилл, вы нас покидаете, что ли? Нет, Кирилл остается с нами. Пожалуйста. А что, меня будут бить? Нет, Кирилл, вас не будут бить. У нас, друзья мои, финал! У нас финал армрестлинга! Вот это да! Я еще не знаю имен, фамилий. Я не знаю, с какого города выиграл у нас. О, вот Алексей-то вот сейчас он и за все издевательства на лыжне. За все страдания на лыжне он сейчас отыграется. Я хотел сказать, что я вот торжественно передаю организаторам. Организаторы торжественно поделят. Борис Стенин, друзья мои, представлю, это рефери, который вел непосредственно весь турнир. Борис, не удалось нам посмотреть, мы по всем площадкам. В 2 словах расскажи, как это было, интересно, неинтересно, рассказывай. Ну, во-первых, абсолютный победитель у нас из города Киров. Ах ты как! Кировский стал абсолютным победителем. Эх, Влад Порубов. Понятно. Он достаточно немного весит, 89 килограмм всего. Вот это да, 89 килограммов. 85 у меня вот здесь вот написано о том, что... Ну это свыше 8 категория, да. Понятно. Свыше. Как имя? Влад. Влад, это вы? Влад, вот такой вот кировский парень. Приехал, выиграл наших всех парней. Влад. Так, подождите, это же самое интересное, что может быть. Так, Влад, скажите, мечтали ли вы, когда-нибудь вы думали о том, чтобы вы будете здесь на большой сцене с самим Алексеем Воеводой бороться на руках? Честно говоря, даже и не думал. И случайно получилось, узнал, что здесь проводится
такие соревнования, и приезжает Алексей Воевода. Я с радостью собрался и поехал. С радостью всех порвал, да? Молодец какой-то. Так, ну, спортсмен серьезный, как вы понимаете, Алексей, да. Поэтому мы вызвали уже и скорую, и все здесь. Да. Так что вы не переживайте. Воевода очень зол. Очень зол. Он устал после лыж, поэтому... Влад, по собранию. А вдруг сейчас уйдет все в Киров? Итак. Пожалуйста, секундочку. Тут напряжение здесь. Судья волнуется еще больше, по-моему. Да. Боря, может, микрофончик? Я команду просто гал. Кисть, Алексей. Кисть. Влад, нормально все. Ох ты, друзья, поддержим! Друзья, давай, кого поддержим? Владка! На самом деле парень очень перспективный. Это же заметно! Вы посмотрите, он не сдается! Алексей Воевода напрягается, чтобы выиграть Влада Скирова! Мать честная, вот когда вот это мощь! Вот Влада заканчиваются силы кончаются, но он пытается взять. Вот это азарт! Здесь победила дружба. Сейчас на правую. Это ничья, кажется, была, да. Дружба. Не бывает ничья, у нас бывает дружба. Вот, поэтому у нас победила дружба. Я понял, бензопила. Ребята, вот когда-то таким образом Алексея нашли в армрестлинге, а потом он стал через, по-моему, 3 месяца уже международным мастером по бобслею. Вот. Поэтому у Влада есть большие перспективы. Сейчас он прямо отсюда уже может уезжать с Воеводой. Они борются. Итак. Нормально напряжен Влад, конечно. Алексей менее напряжен, но тоже тратит силы. Это видно. Алексей еще учит о том, что нормально все. Тут же мастер-класс происходит. Мужчина, спасибо, что дали всем посмотреть. Да. Давай, Влад, давай! Дави, Владка! Смотри, что делает! Все, что может, Влад отдает последнее! Он ногами и руками. Расслабься, говорит, расслабься. Алексей его поздравляет. Типа... Есть! На самом деле, Влад, тебе сколько лет? Он аж забыл. 25 лет, Влад. Вот у тебя очень хорошая кисть, вот, но ты проигрываешь в бицепсе. И фиксация очень слабая. То есть сейчас просто маленький мастер-класс. Просто делай вес, вот, то есть не на разы, а на удержание, чисто удержание. Только статику, не делай динамику. У тебя динамика, у тебя мышцы вязкие. Хорошие мышцы вязкие, но нету жесткости. Будет жесткость. Респект. Браво, друзья мои! Да, но это тем не менее, друзья мои, чемпион по армрестлингу в Республике Коми по версии Ибицы 2015. Влад, город Киров! Ну ты красавец. Итак, Алексей, похвалил это. Ну, встань еще раз сюда, покажись, ну чего ты? А жена здесь ваша? Ваша жена здесь? В Кирове. Ну позвоните и скажите, как вы сейчас дали конкретно вообще. Вообще, да, нормально. Воевода еще говорит, типа, ну ты аккуратней. Но я старался. Друзья мои, спасибо огромное. Спасибо, вот он, победитель по армрестлингу, красавец. Приехал с Кирова. Господа, и теперь представьте еще одного гостя, который уже тоже замерзает. Да, нам очень приятно, что он сегодня также с нами. Дамы и господа, встречайте глава Республики Коми Вячеслав Михайлович Гайзер. Добрый день. Дорогие друзья, я рад приветствовать сегодня всех любителей зимних видов спорта, здорового образа жизни, всех, кто собрался здесь, в этом парке, на нашу зимнюю Ибицу. У нас самая спортивная республика. У нас родина первых лыж. И наша республика приглашает в гости всех на нашу Ибицу. Я от всех присутствующих хочу поблагодарить наших гостей, прославленных олимпийских чемпионов Александра Зубкова, Алексея Воеводу, замечательного комментатора Кирилла Навутова, за то, что они сегодня здесь вместе с нами участвуют в этом празднике.
Зимний праздник на свежем воздухе, в хорошей компании, в хорошую погоду. Что может быть лучше, чтобы достойно провести выходные? Всем отличного настроения, наслаждайтесь праздником, наслаждайтесь Зимней Ивицей. С праздником! Спасибо! Спасибо, Вячеслав Михайлович, спасибо за добрые слова. Дорогие друзья, я надеюсь, что в следующий раз, когда я приеду, там через год или через два, здесь будут десятки тысяч людей, будет не хватать чая, пельменей и всех остальных угощений, будет больше аплодисментов, веселья, больше здоровья и хорошего настроения. Ибица — это замечательная вещь, прекрасная идея, здорово, что она родилась в Коми, не роняйте ее, это ваше колоссальное достояние. Да здравствует Коми, Сыктывкар, ура всем вам, и ребята продолжают. Вы что, нас покидаете? Я там постою, мне немножко прохладно. Я верю, дамы и господа, с нами весь день! Да. Сегодня был Кирилл Набутов! Ах, круто! Это, кстати, единственный ведущий, который меня реально перебивал, и я молчал при этом. Ну, как-то, знаешь, не хотелось его перебивать. Да, друзья мои. Это не прокатит. Ну, а сейчас на этой сцене очень скоро появится звезда 90-х. Ну, это не звезда 90-х, это легенда 90-х. Легенда 90-х. Да, какие песни, ну, многие их знают, слышали. Мы танцевали под них, да более того, слушаем до сих пор его песни. Увидеть его сегодня вживую, послушать его концерт, это одно удовольствие будет. Ну, а сейчас? Буквально через 10 минут будет у нас он. А сейчас команда КВН Монди. В марте 2015 года сборная КВН Монди СЛПК стала одним из победителей открытого фестиваля Центральной лиги Международного союза КВН Поволжья. В эту престижную лигу команда попала Итак, зимняя Ибица 2015 года подходит к своему логическому концу. Впереди еще, конечно, выступление звезды 90-х Ромы Жукова. Ну что, друзья, вам досталось все самое вкусное в нашем телеэфире. Мы показали вам и финал армрестлинга, и финал по славянскому футболу, который комментировал Кирилл Набутов. Вот такие большие, яркие звезды приезжают к нам каждый раз на зимнюю Ибицу, наверняка на мультифестиваль летний. Тоже кто-то приедет из интересных, известных людей. Очень приятно, что всегда посещает глава республики такие мероприятия. И очень здорово, что вы приезжаете сюда со своими семьями, с детьми, потому что это праздник прежде всего для вас. Пусть он и спортивный, и мы хотим, чтобы вы тоже занимались спортом, были здоровы, были счастливы. Зимняя Ибица, все организаторы и наша группа телеканал Юрган желает вам здоровья, весеннего, солнечного настроения. Уже капель сегодня вы видели в нашем эфире. И пусть у вас все сложится хорошо в этом году. Надеюсь, до встречи на мультифестивале летнем Ибица 2015. Ну и, конечно же, через год на зимней Ибице 2016 года. Всего вам самого доброго. До свидания. Мы взрослые.